Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей эпид-обстановке и половодье в регионе на 12 часов дня 23 мая. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации и обстановке с паводком в нашей республике. Наша ситуация по коронавирусу, которая была спокойной, стабильной, скажем так, всю последнюю неделю, она резко осложнилась за последние 2 дня, в первую очередь за счет города Якутска. Если совсем недавно по городу Якутску у нас было по 30-35 заболевших в сутки, вчера у нас 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявлены за последний день. Причем это как раз большинство внутрисемейные очаги, распространение от ранее заболевших, и есть еще ряд лиц, которые, источник по заражению которым непонятен. Это говорит о том, что после 12 мая и после резкого потепления на прошлой неделе у нас большинство жителей почему-то решило, что режим самоограничения уже для них не писан. И вот как и подтверждают и наши наблюдения, и как сообщает оперативный штаб города, резко увеличилось количество поездок на общественном транспорте, очень много молодежи на общественных пространствах, по площади Победы, например, в частности по вечерам. В результате этого, еще раз говорю, у нас резко выросло количество заболевших по городу Якутску. Во-вторых, у нас резко выросло количество заболевших детей. У нас сегодня около 176 детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это уже почти 16% от общего числа инфицированных за все время. Очень большая цифра. Поэтому мы провели сегодня совещание республиканского оперативного штаба. Я разговаривал также и с главой города. Будут усиливаться меры по соблюдению всех тех ограничений, которые были уже приняты ранее. То есть уже по объектам торговли крупным принимаются решения, что лица без масок туда допускаться не будут покупатели. На одном торговом предприятии в зале на одного покупателя должно приходиться не менее 4 квадратных метров торговой площади, и остальные должны уже ждать на улице, так, если в зале находится достаточно большое количество покупателей. В общественном транспорте без масок проезд запрещен. Лица, которые едут в общественном транспорте без масок, должны водителями высаживаться без дополнительных объяснений, потому что они на самом деле нарушают право на безопасность, право на здоровье других пассажиров. Также будут усиливаться меры, контроль за соблюдением мер со стороны органов внутренних дел в части наложения административных штрафов, в части нарушения масочного режима и нарушения режима самоизоляции теми лицами, которые обязательно должны его соблюдать. Здесь тоже мы фиксируем до 30% нарушения теми лицами, которые должны режим самоизоляции строго соблюдать. Друзья, надо понимать, что, еще раз говорю, несоблюдение этих достаточно простых на самом деле мер приводит к тому, что заболеваемость по Якутску идет вверх, соответственно, показатели и по республике идут вверх так, по заболеваемости, по коэффициентам инфицированности, и, соответственно, о снятии мер ограничения мы в ближайшее время, по крайней мере, по городу Якутску говорить вообще не можем. Потому что ни одно из тех требований, которые должно быть соблюдаться для снятия режима карантина, даже первого этапа по городу Якутску, кроме одного, который связан с количеством тестов на 100 тысяч населения, никакой другой не соблюдается. Поэтому здесь работу надо будет усиливать, и я очень надеюсь, что все-таки и жители города Якутска проявят благоразумие и проявят ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Что касается других районов, то в целом ситуация спокойная. Есть у нас карантин по салбанцам, но здесь анализы уже взяты, обработаны. У нас там порядка 40 инфицированных. Все те, кто инфицирован, лица пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями, уже эвакуированы или в Намскую районную больницу, или в город Якутск. Оставшиеся на месте получают амбулаторное лечение. Там бригада врачей, 6 человек, медиков работает. Также работает там на месте для поддержания режима карантина бригада органов внутренних дел.
Теперь по паводковой ситуации, она у нас сегодня стабильная. Паводок находится по Колыме ниже 150 километров от Черского. Все пока идет спокойно. По Среднеколымску падение уровня воды очень значительное. Сейчас идет как раз восстановление дорог, восстановление уже взлетно-посадочной полосы аэропорта после ледохода. Поэтому ситуация у нас по другим рекам тоже абсолютно спокойная. Так, мы видим определенные проблемы, но они крайне незначительного характера, и оперативные группы работают в штатном режиме. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке и ситуации с половодьем в регионе на 12 часов дня 23 мая. Оставайтесь на нашем канале. Уже свыше 6 тысяч вахтовиков вывезли с Чиендинского месторождения в Якутии. Таковы данные регионального оперативного штаба. Накануне 50 рабочих вылетели в Иркутск, 84 по маршруту Талакан, Казань, Москва. Отмечается, что это сотрудники, у которых закончилась вахта и имеются отрицательные анализы на COVID-19. Генподрядчик «Газпрома» на Чиенде готов привлечь жителей Якутии к работе на месторождении. Сейчас там трудятся только 240 жителей республики из более чем 10 тысяч вахтовиков. Стройтранснефтегаз заинтересован в квалифицированных местных кадрах, владеющих рабочими специальностями. В частности, машинистах, механизаторах и инженерно-технических работниках. Поскольку большой объем работ предстоит провести в летнее время, компания готова привлекать жителей республики к производственным процессам уже в ближайшее время, отметили в компании. В Якутске индекс самоизоляции накануне составил 1,8%. На улицах отмечается высокое число людей, вопреки режиму самоизоляции. Судя по рейтингу приложения Яндекс.Рейтинг, показатели в городе находятся почти в красной зоне. На сегодня в 11:00 индекс по городу составил 2,8. Напомню, что новые ограничения начали действовать на территориях, не входящих в перечень труднодоступных. Магазины продуктов, товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный уличный вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более 2 человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование до других граждан не менее 1 метра. При прогулке, самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Более 20 жителей Нижнего Бестяха в Якутии привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Напомню, что на сегодня в Нижнем Бестяхе действует режим полной самоизоляции. Во всем Мегино-Кангаласском районе масочный режим. Усилена дезинфекция общественных мест, улиц, многоквартирных домов. В районном обсерваторе находятся 56 человек. 85 соблюдают режим самоизоляции на дому. Из них 71 контактный и 13 человек, прибывших из других регионов. За последние сутки в Мегино-Кангаласском выявили 4 новых случая коронавируса. Теперь информация о половодье. На реке Колыме ледоход проходит по территории Нижнеколымского района. Уровень воды у поселка Черский составляет 191 сантиметр. За 4 часа вода прибавилась на 16 сантиметров. Отмечают подвижки льда и разводья. До критического уровня более 4 метров. У населенного пункта Колымское за 4 часа вода прибыла на 34 сантиметра. Наблюдаются разводья. Уровень составил 641 сантиметр из более чем 10 метров критических. Таковы данные на 8:00 по среднеколымскому времени. Вторую волну повышения уровня воды прогнозируют у Якутска и его пригородов. Таков прогноз регионального МЧС на 28 и 29 мая. В сообщении сказано, что ожидается повышение уровня воды с подтоплением пойменных участков местности. Населению рекомендуется соблюдать меры безопасности. Напомню, что за гидрологической ситуацией на реках республики можно наблюдать на специальном сайте «Половодье 2020». По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии продолжает действовать 13 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 1500 гектаров. С начала сезона на территории региона зарегистрировано 32 природных пожара. За сутки возникло 4 и 8 ликвидировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение за сутки привлекли 69 человек
человек и 10 единиц техники. В полной готовности находится группировка авиации МЧС России. К другим новостям. Возможно ли оформить ипотеку полностью в онлайн? Вопрос стал одним из основных во время заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Председателем выступил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он отметил, что несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии коронавируса, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику. На сегодня уже заключено более 7,5 тысяч договоров на ипотеку под 2%, а количество поданных заявлений достигло 27 тысяч. В лидерах Приморье и Якутия. Министерство республики проводит работу по формированию перечня заинтересованных строительных организаций. При этом выдвигается важное условие – это сдерживание роста стоимости квадратного метра жилья на весь период программы. Также участвующие банки Якутии подписали договор с госструктурой «Мои документы» по оформлению заявок на ипотеку онлайн. Полное проведение сделок с недвижимостью в виртуальном режиме планируется запустить в конце 2020 года, начале 2021. Такая схема уже отработана в Москве и Санкт-Петербурге. Также в министерстве ставят еще ряд важных задач. Организовать работу в муниципальных образованиях по информированию потенциальных участников программы, выявлению потребностей у желающих получить кредит. И вторая работа – это по проведению работы с застройщиками с целью удовлетворения этого спроса, который можно было узнать после проведения работы по первому пункту. Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет увеличится вдвое с 1 июня. Госдума приняла проект в третьем чтении. Автором инициативы, напомню, выступил президент России Владимир Путин. Сообщается, что минимальный размер пособия вырастет с суммы в 3375 рублей до 6752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого ребенка в возрасте до 1,5 лет. Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч до 13,5 тысяч рублей. Центр занятости Тампонского района, несмотря на пандемию, продолжает трудоустраивать граждан. С конца марта удалось трудоустроить более 2 десятков человек. С подробностями Мария Винокурова. Центр занятости населения работает в штатном режиме. 3 инспектора на рабочем месте и 1 дистанционно. Специалисты в удаленной форме активно работают с безработными, перенаправляют их на профессиональное переобучение и переквалификацию в онлайн-формате. На сегодняшний день в Центре труда и занятости населения Тампонского района зарегистрировано 224 безработных. С 12 мая начали свое обучение на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. С 1 июля горно-геологический техникум продолжит свои курсы водителей категории Б, С и ДОПОК, где бесплатно могут учиться безработные и предпенсионеры. В связи с пандемией мы объявили набор незанятых и безработных граждан, которые могут обучиться строительным профессиям для строительных объектов Тампонского района. Здесь ведутся стройки, 2 многоквартирных дома и плюс в гимназию. И по этой программе мы можем обучить каменщики, отделочники, бетонщики. С 9 апреля действует новый порядок регистрации безработных через портал «Работа в России». За этот период онлайн поступило 67 заявлений на получение пособия по безработице. Почти половина из них прописаны в Улусе, но проживают за его пределами. В Тампонском районе для граждан, потерявших работу с 1 марта, максимальная сумма пособия составляет 19 408 рублей. Также через портал «Работа в России» свои вакансии выставили свыше 70 работодателей. Мария Винокурова, Хандга, Тампонский район. Стимулирующие выплаты сотрудникам социальных учреждений будут выплачивать в Якутии. В регионе в режиме изоляции находятся 38 государственных и муниципальных организаций. В них трудятся 800 работников одномоментно. Для врачей, которые работают непосредственно без отрыва в стационарных организациях социального обслуживания, доплата составит 40 тысяч рублей за 2-недельную смену. В случае, если обнаружатся больные и врач будет оказывать помощь зараженным COVID-19, доплата составит 60 тысяч рублей.
Для среднего медицинского персонала, социальных и педагогических работников, психологов в социальной сфере, административно-управленческому персоналу выплата составит 25 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если работают с заболевшими коронавирусом людьми, 35 тысяч. Для младшего персонала, сестрам-хозяйкам, санитаркам, сиделкам 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического же персонала и иных должностей 10 и 15 тысяч рублей. Учебный год в школах Якутии подходит к концу. У начальной и средней школы даты окончания разные. Подробнее о них нашему телеканалу рассказал исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Сивцев. Учебный год завершается в эти дни. Как правило, до 25 числа мая мы завершаем учебный год в 1-4 классах. А остальные классы учатся до 30 мая. Также у нас и в Республике Саха-Якутия во всех школах учебный год практически во всех школах завершается до 30 мая. Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Путин определил дату сдачи единого госэкзамена. Он пройдет 29 июня. Однако изменения коснулись и государственной итоговой аттестации 9 классов. Как рассказал Михаил Сивцев, в этом году экзамен у них отменен. Выпускникам 9 классов в аттестаты будут выставлены оценки по итогу года. С вечера 23 мая по вечер 24 мая мусульмане во всем мире отмечают Ураза-Байрам. Этот день знаменует окончание поста, длящегося целый месяц и представляющего собой одну из наиболее значимых традиций ислама. Ураза-Байрам и отмечаемый через 70 дней после него Курбан-Байрам считаются двумя главными днями в году для мусульман. Исламский праздник Ураза-Байрам в Якутске пройдет в режиме самоизоляции. О формате проведения праздника в официальном видеообращении поведал муфтий Якутии Муса Сагов. На сегодняшний день количество мусульман в городе насчитывает порядка 50 тысяч. Имам призывает верующих оставаться во время празднования дома, ограничиться поздравлениями в сети и домашней молитвой. Отметим, что мечеть перестала работать уже 18 марта. И все информационные и просветительские работы стали проводиться в сети Instagram. Мы всячески призываем людей, агитируем людей, имеется в виду, настоятельно рекомендуем о том, чтобы они проводили его дома, не выходили на улицы. Почему? Потому что это будет, так скажем, грубо говоря, если мы в этом году начнем вот так поздравлять, то в следующем году некого будет просто поздравлять. Поэтому, чтобы не было таких тяжких событий, всячески призываем со всех наших платформ, которые мы можем это делать, для того, чтобы люди оставались дома, не выходили, не покидали свои дома. На этом пока все. Напоминаю, оставайтесь дома, а при необходимости выйти не забывайте надеть маску. И до встречи в следующем часе.